Дорогие христиане, никогда не переставайте искать Бога. Будут неудачи и моменты, которые заставят вас поверить, что Бог вас не любит, но помните, Бог любит вас. Бог заботится о вас и никогда не оставит вас. Молитвы твоих бабушек до сих пор защищают тебя. Позвольте Богу вести вас к прекрасным вещам, о которых вы молитесь. Он стратегичен и конкретен в каждой детали. Он сделает его более небесным, чем вы можете себе представить. Царь мира прокладывает путь вам, дети Божии. Это видение было правильным. Обещание было верным. Вы не сумасшедший. Вы рассматриваете борьбу вокруг себя как свидетельство обещания, признак того, что вы движетесь в правильном направлении. Продолжай верить, дитя мое. Сохранить надежду. Скоро перед вами откроются сверхъестественные двери из неожиданных мест и неожиданных людей. Ангелы говорят вам сегодня, что сначала вы должны четко осознать свои намерения. Если вы не ясны, замешательство уменьшит вашу силу и силу, как свеча во тьме. Четко и ясно объясните, что для вас приемлемо, а что нет. Не беспокойтесь о том, что думают другие. Сейчас настало время соединиться со своей силой и двигаться вперед. Вы ждали достаточно долго. Введите свои самые глубокие истины и стойте на своем. Это ваш момент. Вселенная говорит: «Мне нужно, чтобы ты снова был взволнован. Мне нужно, чтобы ты помнил, что ты не одинок в этом. Я работаю над твоими проблемами. Я уже назначила для тебя ангелов. Так что перестань беспокоиться и просто доверься мне. Для вас зарезервирован невероятно удивительный финал. На самом деле, именно поэтому вам нужно снова волноваться, потому что счастливый конец, который я подготовил, потрясет ваш мир. Не прекращайте поклоняться. Он рядом, когда боль слишком глубока, чтобы ее вынести. Он проведет вас через испытания и не разочарует. Он знает, через что вам пришлось пройти. Ваши слезы хранятся и близки к его сердцу. Он примет эту боль и заменит ее чем-то чудесным. Это не конец, но начало чего-то чудесного. Он делает все прекрасным в свое время. Приготовьтесь к вдохновляющему повороту сюжета в вашем путешествии. Способность вашего духа все чувствовать никогда не была слабостью. Это всегда было вашим секретным оружием. У вас есть способность чувствовать хорошие и плохие энергии в мгновение ока. Ты чистая магия. То, что работает для вашей души, не обязательно должно быть понято кем-то еще. Ваше направление в жизни вот-вот чудесным образом изменится к лучшему. Сосредоточьтесь на мудрых словах своей интуиции. Следуйте тому, что он вам говорит. Продолжайте слушать. Все работает в вашу пользу. Не заставляйте просто течь. Делайте перерывы, делайте что-нибудь просто для удовольствия, потому что это делает вас счастливым и омолаживает. Проведите ленивые дни и займитесь заботой о себе и любовью к себе. Это новые формы успеха. Не сдавайтесь и не перенапрягайтесь.
Соблюдайте баланс между отдыхом и игрой. Когда вы перенапрягаетесь, вы со временем теряете творческий потенциал. Но когда вы перезаряжаетесь и даете себе пространство, чтобы расслабиться и просто быть, ваша креативность удваивается. Делайте что-то по вдохновению, а не по обязанности. Обязательства создают страдания, а вдохновение создает счастье. Вы сами себе хозяева, поэтому танцуйте в такт своему барабану. Быть свободным – это ваше право по рождению. Вы пришли сюда не для того, чтобы изнурять себя и ненавидеть свою жизнь. Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя живым. Дорогие, ангелы хотят, чтобы вы знали, что они услышали ваши молитвы. Они следят за вами, вашей семьей, вашим бизнесом и вашим имуществом. Вы находитесь под божественной защитой. Любые нападки или дисгармония остаются в прошлом, поскольку они будут смыты божественным светом. Этот любящий свет очищает все низковибрационные энергии вокруг вас и создает защитный пузырь. Закройте глаза и почувствуйте этот свет, окружающий вас. Все, что не связано с любовью, не войдет в ваше энергетическое поле, если вы этого не пригласите. Вы в безопасности и защищены, и вас всегда будет вести ваша команда света. Обращайте внимание на их знаки и доверяйте своей интуиции. Дорогие, пришло время сбросить свои щиты. Они тяжелые и истощают вас. Перенаправьте свою энергию от страха и наслаждайтесь радостями жизни, свободной от забот. Когда вы чувствуете себя потерянным, тревожным или подавленным, не теряйте надежду. Вы – маяк любви и света, и вы здесь не просто так. У вас есть цель, и когда вы заглянете внутрь себя, вы обнаружите божественную мудрость, которая проведет вас сквозь туман и бури, пока вы снова не найдете свой якорь и силу. Найдите то, что делает вас счастливым, что вдохновляет вас, что заставляет вас чувствовать себя живым. У тебя прекрасная судьба. Пусть ваше сердце с верой и надеждой найдет путь, ведущий к вашим мечтам. Все возможно. Вы излучаете в мир так много позитивной энергии, и хорошие вещи происходят без вашего ведома. Чудеса проявятся тогда, когда вы меньше всего их ожидаете. Продолжайте двигаться к своим целям, мечтам и высочайшему волнению. Получится даже лучше, чем вы можете себе представить в данный момент. Двери, которые закрылись, предназначались не для тебя. Вскоре все обретет смысл, и ваше сердце наполнится благодарностью за следующую главу. В вашем путешествии вас будут окружать новые и влиятельные люди. Примите помощь и опыт окружающих. В этом году вы получите божественную поддержку для достижения своей мечты. Вы призваны расширить свой кругозор, построить глубокие и доверительные отношения и построить источник доверия внутри себя. Чем глубже копаешь, тем обильнее будет результат. Полностью посвятите себя своему личностному росту, и все наладится. Перестаньте переживать свое прошлое. Перестаньте тратить свою драгоценную энергию на то, что нельзя изменить или выбросить. Используйте эту энергию, чтобы проявить что-то новое, то, чего желает ваше сердце,
и начните делать это шаг за шагом. Последовательность – это то, что будет продвигать вас вперед, потому что, когда ваши мечты настолько велики, коротких путей не существует. Но не бойтесь, потому что ваше путешествие прекрасно, и им нужно наслаждаться, а не торопиться. Бог говорит нам находить время, чтобы поговорить с Ним, прося Его руководства, защиты, исцеления, благословений и мудрости. Все, что нам нужно сделать, это молиться во имя Иисуса, и мы получим любовь, как повелевает Бог, то есть любить друг друга. 2 Иоанна 1:6. Помните, Бог смотрит на наше сердце, а не на нашу внешность. Одни Царств 16:7. Мы можем все сделать Его силой. Филиппийцам 4 часа 13 минут. Дорогой Бог, Ты совершенен, и я люблю Тебя. Я молюсь о защите от невидимого, поскольку жизнь может быть неожиданной. Иногда трудно сохранять веру, сталкиваясь с неожиданными трудностями, но Твое присутствие меня утешает. Пожалуйста, направляйте меня, исправляйте и готовьте меня к будущему. Помните, праведники сталкиваются с проблемами, но Бог каждый раз спасает нас. Псалом 34:19. У Бога запланировано для нас прекрасное будущее, но возникнут препятствия, поэтому не сдавайтесь. Вы не случайность, ты чемпион. Когда возникает тревога, молитва является лекарством. Бог откроет двери, которые никто не сможет закрыть, и на горизонте появится изобилие. Так что перестаньте беспокоиться. Пусть твой ангел позаботится о тебе. Начало года может быть трудным, но позвольте Богу разобраться с вашими проблемами. Он покрывает вас. Иоанна 14 часов 17 минут. Бог видит в тебе сильного воина. Держите голову высоко поднятой. Приходит настоящая любовь, постоянная и надежная любовь. Мы здесь, чтобы говорить от имени Христа, и Бог призывает вас слушать. 2 Коринфянам 5 часов 20 минут. У Бога есть великий план для вашей жизни. Это ваше время для восстановления. Ожидайте изменений в апреле. Что касается богатства, то говорится, что Бог верен в исполнении своих обещаний, как упомянуто во 2 Петра 3:9. Когда ваше сердце обременено, вы можете говорить с Богом, поскольку Он приносит утешение, как сказано в Псалме 94. Доверьтесь Богу, и вы не будете разочарованы, согласно Псалму 628. Будьте спокойны и знайте, что Он – Бог, как выражено в Псалме 46:10. Молитесь против страха и просите веры, чтобы сохранить Божий мир. Помните, как вам повезло быть на стороне Бога. Бог – ваше прибежище и сила, как упомянуто в Псалме 46:1. Ожидайте Господа, ибо Его время идеально, как сказано в Псалме 27:14. Простите себя и позвольте Богу выполнить свои обещания. Он отменяет планы врага, и вы почувствуете себя обновленным. Уязвимость ведет к радости, поэтому поделитесь своими чувствами и секретами с Богом, ведь Он любит вас. Стих дня «Плач» 3 часа 22 минуты, который напоминает нам, что молитва должна быть нашим первым ответом, а не последним средством. Двери благословений открываются для вас,
ибо Бог есть Царь славы, как упомянуто в Псалме 24 часа 10 минут. Счастлива женщина, которая учится ждать и плакать, как сказано в Псалме 42, 2. Сатана не имеет над вами власти, потому что Бог защищает и любит вас. Вы являетесь частью тела Христова, как упомянуто в 1 Коринфянам 12, 25-27. Дорогой Господь, я молюсь, зная, что часто разрываюсь между глубокой любовью к Тебе в своем сердце и отвлекающими факторами этого мира. Признаюсь, что иногда я ставлю мирские желания, такие как власть, деньги, похоть, репутация, комфорт, имущество и даже собственное эго выше своей любви к Тебе. Я прошу прощения за то, что поставил перед вами эти мирские дела, и обещаю стремиться к большей преданности вам. Я молюсь, чтобы любовь, которую я храню к Тебе в своем сердце, какой бы маленькой она ни казалась временами, оставалась стойкой даже в самые мрачные моменты моего греха. Даже если бы я заблудился, я бы все равно любил и благословлял Твое имя. Однако я полон надежды на Твою могучую и непостижимую любовь. Я верю в безграничную силу любви Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Помоги мне любить Тебя с непоколебимой верой, зная, что я никогда не смогу достичь совершенства. Я хочу поклоняться Вашей благодати и прощению, полагаясь на то, что Ваш Святой Дух будет служить Вам изо всех сил от Вашего имени. Молюсь, аминь. Бог говорит, что грядут перемены. Он откроет для тебя двери, которые никто не сможет закрыть. Это время года, когда Он ведет вас к вашей судьбе. Он понимает, через что вы проходите, и обещает быть с вами в каждом жизненном испытании. Дорогой Бог, благослови мой последний день февраля сверхъестественным поворотом событий. Превратите мой недостаток в изобилие, мое замешательство в ясность, а мое испытание в свидетельство. Я молюсь, чтобы сегодня вы переместили нас из задней части в переднюю. Благословите этот день божественной милостью, благословениями и переменами. То, о чем вы молились, вот-вот произойдет. Вы получили много уроков, были терпеливы на протяжении многих лет и оставались сильными, несмотря на многие испытания и трудности. Ничто не сломало тебя. Вы все еще сильны. Мы должны выражать свою благодарность Господу каждый день нашей жизни, потому что впереди нас действительно ждут лучшие дни. Помните, кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, и пришло новое, как сказано во 2 Коринфянам 5 часов 17 минут. Давайте вспомним 5 Божьих обетований. Во-первых, Он всегда с нами, даже когда мы чувствуем себя отстраненными и одинокими, как об этом говорится в Евангелии от Матфея 28, 20. Во-вторых, Он обеспечит нам мир, превосходящий всякое понимание, Филиппийцам 4, 7. В-третьих, Он удовлетворит все наши нужды, Филиппийцам 4 часа 19 минут. В-четвертых, Он идет впереди нас и защищает нас, Исайя 54, 17. Наконец, Он отрет всякую слезу, Откровение 21, 4. Вера – это не чувство, это выбор довериться Богу, особенно когда предстоящий путь кажется неопределенным.
Бог не просит нас во всем этом разобраться, но требует верить, что у Него все под контролем. Снова и снова Бог доказывал свою верность. Итак, мы выбираем доверять и не бояться, потому что Господь Бог – наша сила и наше спасение. Исайя 12:2. Нам не просто повезло, мы благословлены. Все, что мы имеем, благодаря Божьей благодати. Во времена трудностей, когда кажется, что сатана неустанно действует против нас, давайте обратимся к молитве за силой и руководством. Дорогой Бог, когда мы охвачены жизненными трудностями, напомни нам, что Ты с нами. Даруй нам силу отбросить страх и поверить в Твою силу победить. Покажи нам свое утешение и защиту, закрепи нас в Твоей неизменной любви. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Независимо от жизненных невзгод, мы признаем, что мы полноценны в Тебе, Отец. Мы не потеряем веру в Тебя. Стресс возникает, когда мы пытаемся нести это бремя в одиночку, но покой приходит, когда мы отдаем все в Твои умелые руки. Бог воспитывает это поколение для определенной цели. Если Бог говорит, что Он что-то сделает, Он это сделает. Евреям 10 часов 23 минуты. Иисус провозгласил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. В имени Иисуса есть сила. Мы любим Бога, потому что, несмотря на наши недостоинства, Он дал нам все, что нам нужно. Приучайте свой разум слышать шепот Бога, а не крики врага. Если согласны, напишите в комментариях «Аминь». Когда мы молимся, Бог слышит больше, чем мы говорим, отвечает больше, чем мы просим, и дает больше, чем мы можем себе представить. И все это в свое время и своим способом. Марка 11, 23-24. Помните, Бог завел вас так далеко не для того, чтобы оставить вас. Мы выражаем нашу непоколебимую преданность Ему и друг другу. Давайте молиться о радости в трудные времена. Боже, даже несмотря на трудные обстоятельства, мы знаем, что Ты добр. Даже когда кажется, что все идет не так, мы верим, что Ты делаешь все для нашего блага. Мы верим в Твои планы и в Твою любовь к нам. Спасибо, что Вы единственный, кому мы можем доверять. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Возрадуемся, ибо это день, сотворенный Господом. Псалом 118, 24. Каждое обещание Божие имеет силу и никогда не бывает пустым. Луки 1 час 37 минут. Бог напоминает нам, что справедливость должна течь как река, а праведность как неиссякающий поток. Амос 5 часов 24 минуты. В Луки 22 часа 44 минуты говорится, что в своих страданиях Иисус молился более усердно, и Его пот был подобен каплям крови, падающим на землю. 1 Коринфянам 10 часов 31 минута учит нас делать все во славу Божию. Доверьтесь Богу всем сердцем, не пытайтесь во всем разобраться самостоятельно. Слушайте голос Бога во всем, что вы делаете. Он будет держать вас на правильном пути. Аминь. Весть о кресте может показаться кому-то глупой, но для нас это сила Божия. 1 Коринфянам 1 час 18 минут.
Каждое утро Бог собирается совершить чудо за чудом. Поделитесь, чтобы подтвердить это. Сегодня вечером, пока вы спите, Вселенная будет творить для вас чудеса. Поблагодарите сейчас. Бог уверяет нас, что бы ни случилось, Он с нами, и мы выздоровеем. Возложите свои заботы на Господа, и Он поддержит вас. Псалом 55, 22. Еще раз помните, кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5 часов 17 минут. Всегда доверяйте Богу и изливайте Ему свои проблемы, ибо Он – наше прибежище. Псалом 62, 8. Спасибо за ваши слова поддержки и веры. Аминь. Бог говорит: не будьте слишком строги к себе, когда совершаете ошибку. Никто не идеален. Тот факт, что вы допустили временную ошибку, не означает, что вы навсегда дисквалифицированы. Используйте этот момент неуверенности в себе, чтобы подумать о том, насколько вы способны. На данный момент вы приняли отличные решения, продолжайте и добивайтесь успеха. Помните, вы никогда не терпите неудач, вы просто учитесь. Жизнь всегда благословляет вас новыми возможностями для процветания. Перестаньте нуждаться в ответах и позвольте Богу просто быть Богом. Он поможет вам более ясно увидеть путь в Его время, потому что Он идет впереди вас и знает каждый шаг, который вам следует сделать. Помните, Он Творец нового, единственный, кто может навести потоки на пустырях нашей жизни. Что нового вы хотите, чтобы Он сделал для вас сегодня? Закройте глаза и поверьте, что Бог видит больше, чем вы видите. Негативная энергия уходит из вашей жизни. Приготовьтесь к прекрасному и великолепному периоду. Все работает в вашу пользу и для вашего общего блага. Напишите 999, если готовы. Бог говорит: «Я посылаю». Я услышал ваши мольбы и знаю ваше сердце. Я знаю, что вы жаждете чего-то лучшего, и я посылаю вам нечто большее. Вы многое пережили в своей жизни, и люди дистанцировались от вас, вынося суждения. Однако, что действительно важно, так это то, кем я говорю о вас. Держитесь курса. Я не создал тебя совершенным, я создал тебя верным. Почему вам стоит беспокоиться? Зачем терять сон? Возможно, вы не представляете, как это могло бы получиться, но вы не можете видеть, что я, ваш Небесный Отец, маневрирую в вашу пользу. Я удаляю не тех людей, готовлю хорошие возможности и меняю негативные ситуации. Не забудьте подтвердить: «Я открыт жизни». Иногда Бог отправляет нас в неожиданные путешествия, чтобы дать нам все, чего мы всегда желали. Доверьтесь Ему. Не волнуйтесь и не напрягайтесь. Покойся с Богом сегодня. Если согласны, напишите «Аминь». Бог призывает вас молиться о руководстве, защите, исцелении, благословениях и мудрости во имя Иисуса. Ваши потребности находятся на расстоянии одной молитвы. Иисус, Ты мое все. Бог гордится тем, как вы пережили эту неделю, несмотря на боль. Победа уже в пути. Бог любит тебя.
Иногда Бог ставит нас в неудобные ситуации, чтобы научить нас полагаться на Него. Доверьтесь Его верности. Твой момент приближается. Иметь веру. Когда Бог говорит «нет», это потому, что Он защищает вас от чего-то, что не является для вас лучшим. Поблагодарить Его. Дорогой Господь, помоги мне находить радость и благодарность в каждом дне. Пусть мои мысли будут чистыми и возвышенными. Аминь. Выделиться – это нормально. Бог любит тебя таким, какой ты есть. Не ограничивайте свои молитвы, потому что вы чувствуете себя недостойным. Молитесь о том, кем является Бог, а не о том, кто вы. Божья любовь к вам непоколебима. Он Царь славы, всемогущий Господь. Верьте в силу молитвы. Имейте веру, и вы получите. Матфея 21 час 22 минуты. Перестаньте беспокоиться и начните молиться. Радость Господня ваша сила. Неемия 8 часов 10 минут. Вы сильны, и ваши молитвы могут свернуть горы. Никто не сможет сломить тебя, потому что Бог рядом с тобой. Аминь. Наши души жаждут живого Бога. Псалом 42, 2. Мы все являемся частью тела Христова, и у каждого из нас есть своя роль. 1 Коринфянам 12, 25-27. Я молюсь, чтобы Бог исцелил то, что причиняет вам боль. Богу нравится проявлять милость. Михей 7 часов 18 минут. Вы зашли так далеко не благодаря удаче, а по милости и благосклонности Бога. Продолжайте идти с Ним. Молитесь о руководстве на вашем жизненном пути. Бог укажет вам путь. Иеремии 4 часа 23 минуты. Доверяйте Богу в любых обстоятельствах. Аминь. Предайте свои заботы Богу, и вы обретете покой. Матфея 11 часов 28 минут. Для Бога нет ничего невозможного. Луки 1 час 37 минут. Никто не слишком потерян, чтобы быть спасенным по поразительной благодати Божией. Никто не может проклинать то, что Бог уже благословил. Будьте спокойны и знайте, что Бог с вами. Псалом 4, 6. Никогда не прекращайте молиться, даже после того, как Бог ответил на ваши молитвы. Никто не может помешать планам Бога на вашу жизнь. Дорогой Бог, напомни мне, что Ты всегда со мной, как бы тяжело сегодня не было. Доверьтесь Господу всем своим сердцем. Притча 3, 5. Блаженны миротворцы, ибо они назовутся детьми Божиими. Матфея 5, 9. Молитва работает. Я живое тому подтверждение. Мы любим, потому что Бог первым возлюбил нас. 1 Иоанна 4 часа 19 минут. Он говорит, что твои лучшие дни еще впереди. Не позволяйте тому, что вы видите, обескуражить вас. Продолжайте двигаться вперед с верой. У Бога на тебя удивительные планы. Аминь. Вы скоро получите все благословения, о которых молились. Бог устраивает все в вашу пользу. Если вы верите в это, напишите 8888. Дорогой Бог, если я когда-нибудь потеряю надежду, пожалуйста,
напомни мне, что твои планы лучше моих мечтаний. Аминь. Никогда не теряй надежды. Когда ты думаешь, что все кончено, Бог посылает тебе чудо. Если вы верите в это, напишите «Аминь». Дорогой Господь, если я сделал что-то не так, пожалуйста, прости меня. 1 Иоанна 1. Помните, Бог больше, чем ваше прошлое, ваша боль, ваши страхи и ваши сомнения. Если согласны, напишите «Аминь». Боже, помилуй меня, потому что душа моя надеется на Тебя. Я ищу Твоей защиты, когда беды проходят мимо. Псалом 56, 1. Что касается веры и убеждений, подумайте вот о чем. Бог все устраивает в вашу пользу. Если вы верите в это, подтвердите это, написав 8888. Дорогой Бог, если я когда-нибудь потеряю надежду, пожалуйста, напомни мне, что Твои планы превосходят мои мечты. Аминь. Никогда не теряй надежды. Когда вы верите, что всему пришел конец, Бог совершает чудо. Если вы верите в это, напишите «Аминь». Дорогой Господь, если я поступил неправильно, пожалуйста, прости меня. Как сказано в 1 Иоанна, помните, что Бог больше вашего прошлого, вашей боли, ваших страхов и ваших сомнений. Если вы согласны, подтвердите это, написав «Аминь». Боже, помилуй меня, ибо душа моя надеется на Тебя. Я ищу вашей защиты, когда беды проходят мимо, как сказано в Псалме 57, 1. Дорогой Бог, помоги мне обрести покой и довериться Твоему плану вместо того, чтобы беспокоиться о своем будущем, как сказано в Псалме 25, 1. Бог встряхивает вещи, ситуации и людей в вашей жизни. Он хочет излить благословение. Однако некоторые ситуации и отношения необходимо изменить. Не каждый сможет сопровождать вас на следующем уровне вашего путешествия. Они могут быть не готовы поддержать или ободрить вас. Некоторые благословения вызывают в людях зависть, о которой вы даже не подозревали. На этом уровне вам нужны только те, кто сможет обеспечить ваше процветание. Ваше время пришло. Поощряйте себя сегодня и придерживайтесь выбранного курса. Продолжайте верить, даже когда вы устали, разочарованы и испытываете искушение сдаться. Не отказывайтесь от своего будущего. Оставайтесь на правильном пути. Наш Бог верен, и хотя это может занять время, Он завершит то, что начал. Как говорится во 2 Паралипоменон 16, 99, «Ибо очи Господа осматривают всю землю, чтобы укрепить тех, чьи сердца полностью преданы Ему». Будьте таким верным человеком и оставайтесь на верном пути, потому что Он ведет вас к победе. Ваши страдания закончились, а ваша вера оставалась сильной в самые трудные времена. Благодаря вашей вере я благословлю, одобрю и исцелю вас. Ваш тяжелый труд окупится, и в вашей жизни появятся нужные люди. Ваши мечты сбудутся. Дочь, твоя вера исцелила тебя. Идите с миром, ваши страдания закончились. Напишите 333, чтобы заявить об этом. Бог знает, как вознаградить вас.
Возможно, вы допустили ошибки, но Бог полон милости. Это может показаться невозможным, но вся сила принадлежит Богу. Он видел, через что вам пришлось пройти, и знает, что было несправедливо. Бог говорит вам сегодня, что награда придет. Не частично, не наполовину, не на 3/4, но вы все восстановите. Я верю и заявляю, что Бог вернет украденные годы. Бог поставил своей личной миссией спасать и защищать тех, кто любит Его и доверяет Ему. Поскольку вы вложили в Него свою любовь, Он откроет себя вам и другим через вас, и то, как Он благословляет вас. Бог тебя прикрыл. В вашу жизнь приходит что-то позитивное и неожиданное. Готовы ли вы к этому? Господь говорит, что спасет тех, кто любит Его, и защитит тех, кто доверяет Его имени. Напишите 555, чтобы подтвердить это. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, я молюсь о Твоей мощной защите и мире, чтобы охватить всю мою семью, от самого младшего до самого старшего. Любимое дитя, я понимаю, что иногда ты чувствуешь себя расстроенным и слабым. Я вижу, как вы боретесь со страхом и растерянностью в своей жизни, часто чувствуете себя одиноким и напуганным. Я хочу, чтобы ты знала, дорогое дитя, что твои страдания достигают моих ушей и трогают мое сердце. Вы можете подумать, что я не слышу ваших криков, но уверяю вас, я не только слышу ваши крики бедствия, но я также плачу вместе с вами. Наши крики доходят до моего Небесного Отца, и ваша боль и страдания никогда не остаются незамеченными. Каждая слеза и момент беспокойства пронзают мое сердце, потому что я разделил всю вашу боль, страдания, стыд и страх еще до того, как это могло причинить вам вред. Я нес его на раненом боку. Чтобы помочь вам обрести покой, я посвятил всю свою вечность. Эта жертва была принесена ради всего человечества, и благодаря этому мой Отец возвысил и прославил меня над другими. Я пришел, чтобы предоставить вам единственное, что может помочь вам в неспокойные времена – мой покой. Я представляю вам свой безоговорочный мир, мир, который исходит из моего духа, раскрывая, кто я и что я сделал для вас. В моем мире вы откроете для себя великолепие и величие Бога. Мой мир освобождает вас, исцеляет вас и наделяет вас силой. Не бойтесь. Доверьтесь моему миру и примите его, поскольку он символизирует мою вечную любовь, излитую к вам через Иисуса, нашего Спасителя. Бог советует помнить, что ваш Небесный Отец помнит обо всех ваших нуждах, даже прежде чем вы произнесете слово. Доверьтесь Ему, потому что Он предоставит все, что вам нужно. Пусть Бог обильно удовлетворит ваши нужды и зальет на вас свои благословения. Он любит нас бесконечной святой, чистой и неописуемой любовью. Мы важны для Бога, потому что мы Его дети, и Он любит каждого из нас, даже тех, кто несовершенен или неуклюж. Божья любовь настолько обширна, что Он любит даже гордых, эгоистичных, высокомерных и нечестивых. Никогда не недооценивайте силу Божью в своей жизни. Когда вы сталкиваетесь с ситуациями, которые кажутся невозможными, помните, что только Бог может совершить необыкновенное.
Даже когда кажется, что выхода нет, Бог может проложить путь и творить чудеса. Бог говорит, что когда придет время, я буду действовать быстро. Я организовал в вашей жизни определенные моменты, когда буду работать оперативно. Это будет настолько необычно, что вы поймете, что это моя рука. То, что должно занять годы, произойдет за долю времени. Каждая мысль может говорить вам, что она постоянна, что она никогда не изменится, но Бог говорит, это время, которое я предназначил для вас, оно произойдет внезапно. Теперь сосредоточьтесь на Боге, а не думайте обо всех причинах, почему это не сработает. Начните благодарить Его за прорывы, которые произойдут в нужное время. Я, Господь, сделаю это реальностью. Бог со мной, верь в меня. Я пережил вместе с тобой каждую бурю, в каждый бурный момент твоей жизни, обеспечил всем, что тебе нужно, и всегда буду охранять тебя, защищая тебя и твоих близких от бед. Даже если настоящий момент может показаться трудным восхождением в гору, верьте в безупречный план Вселенной. Итак, сделайте глубокий вдох, доверьтесь мне и примите захватывающие возможности этого нового дня, потому что мы ходим верой, а не видением. Аминь. Небесный Отец, сегодня я стою перед Тобой во имя могущественного Иисуса. Вы заслуживаете того, чтобы вас хвалили и поклонялись. Я благодарен за вашу безусловную любовь и милосердие. Я прошу Твоей целительной силы в моей жизни. Сегодня Слово Твое в Псалме 103:13 говорит: «Благослови Господа, душа моя, и благослови святое имя Его». Благослови Господа, душа моя, и не забывай всех благ Его. Он прощает все твои беззакония, Он исцеляет все твои болезни. Ты искупил мою жизнь от гибели и увенчал меня любовью и умилением. Господь Отец, Ты исцелишь разбитых сердцем и перевязываешь их раны. Я прошу Твоих исцеляющих рук в моей жизни. Во имя Иисуса исцели мои боли и печали. Господи, взываю к Тебе о спасении и исцелении от всех болезней. Исцели мое разбитое сердце и верни радость. Мое сердце, подари здоровье моему телу и душе. Исцели меня, Господи, и яви во мне обилие мира Твоего. Ваше слово в Иоанна 3 часа 16 минут говорит мне: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господи, я знаю, что Ты так меня любишь. Я твердо верю в Твоего Сына, которого Ты с любовью послал умереть за меня и отвести все болезни и боль от моего жилища. Я признаю, что мое искупление происходит через Его кровь, пролитую на кресте Голгофы. Я убежденно заявляю, что Его ранами я исцелился. Господи, я утверждаю, что враг не имеет власти над моей жизнью. Я отказываюсь дать ему опору на мое здоровье и все мое тело. Я подчиняюсь Тебе, Отец, во могущественное имя Иисуса. Я предлагаю Тебе свое тело и душу как живую жертву. Берегите и сохраняйте мое здоровье. Заставь нечестивцев бежать от меня. Обнови мой разум по Твоему слову в Римлянам 12:2, чтобы я мог испытать Твою добрую, угодную и совершенную волю.
Отец, я уничтожаю всех злых духов, вызывающих болезни в моем разуме и теле, во имя Иисуса. Я связываю каждое зло, которое борется со свободным потоком Твоей целительной силы в моей жизни. Я высвобождаю в свою жизнь Божью исцеляющую силу через веру в завершенную работу Иисуса на кресте. Во имя Иисуса я заявляю, что я свободен от всех видов болезней. Я постановляю, что я полностью исцелен во имя Иисуса. Небесный Отец, я верю, что Твой окончательный план на мою жизнь – быть здоровым физически, умственно и духовно. Излей свое исцеление на мое сердце и тело. Прикоснись ко мне своими исцеляющими руками, Господи, и возврати мне полное здоровье. Господь, если Ты можешь проявить свою славу через свою исцеляющую силу, тогда исцели меня прямо сейчас. Небесный Отец, сегодня я прихожу к Тебе в поисках Твоей руки защиты моей жизни. Ты – драгоценное крыло, которое укрывает меня. Покрой меня своей драгоценной кровью. Поручите своим ангелам взять под контроль мою жизнь. Избавь меня от всякого злого замысла врага относительно жизни моей. Будь моим опекуном и защитником. Обеспечьте мои физические и эмоциональные потребности. Дай мне силы, Господь, преодолеть все препятствия, которые встречаются на моем пути. Я полностью доверяю Тебе, Господь. Бог со мной. Верь в меня. Вместе с Тобой я столкнулся с каждой бурей. В каждый бурный момент вашей жизни я обеспечил все необходимое и всегда буду на страже, защищая вас и ваших близких от любой опасности. Хотя настоящий момент может показаться трудным восхождением в гору, верьте в безупречное время Вселенной. Так что сделайте глубокий вдох, доверьтесь мне и примите захватывающие возможности этого нового дня, потому что мы ходим верой, а не видением. Аминь. Помните об этом, если верите в Бога. Во-первых, сегодня произойдет что-то хорошее. Исцеление произойдет, молитвы будут услышаны, откроются новые возможности и двери. Сегодняшний день будет знаменательным. Во-вторых, заявите, что то, о чем вы молились, приближается к вам. Приготовьтесь и начните собирать вещи, потому что Бог собирается передать ключи вам в руки. В-третьих, заявите сегодня, что вы не будете переживать из-за вещей, которые находятся вне вашего контроля. Люди будут людьми, а работа будет работой, но одно можно сказать наверняка – Бог будет Богом. Позвольте Ему справиться с этим. В-четвертых, ожидайте услышать сегодня хорошие новости. Бог работает за кулисами, сражаясь за вас. Боль, которую вы пережили, вот-вот уступит место необъяснимым благословениям. Вы находитесь в этом месте достаточно долго, ваш прорыв происходит. Иов 8:9 говорит мне об этом, но на вашем месте я бы обратился к Богу, изложил свое дело Ему. Он творит чудеса, которые невозможно понять, чудеса, которые невозможно сосчитать. Я прихожу к Тебе со всем своим бременем, Господь, пожалуйста, сотвори Твои чудеса. В своей жизни я молюсь, чтобы Ваши сверхъестественные чудеса происходили во всех сферах.
Я предпочитаю верить, что вы способны изменить любую ситуацию к моему лучшему. Благодарю Тебя, Господь, что независимо от обстоятельств, я могу положиться на Тебя, чтобы Ты защитил и укрепил меня. Благослови меня, когда я каждый день выхожу на улицу. Удали все, что мешает моим благословениям. Да будет воля Твоя в моей жизни. А Господь, я возлагаю на Тебя все свое бремя. Как сказано в 1 Петра 5:7, всю заботу вашу возложите на Него, потому что Он печется о вас. Я провозглашаю Твои благословения на мою жизнь. Я побеждаю во всем, что делаю. Я благодарен, Господи, за то, что Ты изменишь все к моему лучшему. Отец, спасибо Тебе за Твою постоянную любовь и милосердие в моей жизни. Я верю и молюсь за высвобождение Ваших чудес во могущественное имя Иисуса. Из глубины своего сердца я отвергаю голос врага, который пытается отвратить меня от моего чуда и прогресса. Я провозглашаю Твои благословения и освобождение в моей жизни. Я молюсь о Вашем вмешательстве в каждой ситуации, с которой я сталкиваюсь. Вы обладаете властью над всем творением. Пожалуйста, измените каждую ситуацию для моего улучшения. Пусть Твоя чудесная сила течет в мою жизнь. Я прихожу к Тебе со всем своим бременем, чтобы Ты мог творить свои чудеса. Вы способны сделать гораздо больше, чем я могу попросить или представить. Помоги мне помнить, что Ты – все, что мне когда-либо понадобится. Спасибо, что никогда не отказывался от меня, Господь. Предстоящие дни иногда могут быть немного пугающими, но теперь я понимаю, что путь к чуду проходит через неприятную территорию. Я доверяю и надеюсь только на Вас. Ваше Слово говорит в Евангелии от Марка 9 часов 23 минуты, и если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Я верю Твоему Слову, Господь. Я отвергаю все, что пытается меня сбить с толку. Каждое задание врага разрушить мою жизнь, мою судьбу и мою семью я разрушаю во имя могущественного Иисуса. Я отдаю свою ситуацию на Ваше попечение. Позвольте мне быть сильным в моей слабости. Держи меня крепче в своих объятиях, чтобы Ты мог быть сильнее моих испытаний. Я призываю Вас сегодня сотворить чудеса в моей жизни, восстановить каждую сферу моей жизни и позволить Вашему свету сиять на мне. Я отдаю все Тебе, Господь. Я широко открываю свое сердце, чтобы принять Твою благодать и милость. Я верю, что Ты Бог чудес, и Ты обязательно изменишь ситуацию к моему лучшему. Удали все, что отягощало мое сердце и грозило разрушить мой покой. Заставь меня преуспевать во всем, что я делаю. Я молюсь, чтобы Вы открыли для меня двери процветания. Сделай меня отражением Твоей милости. Даруй мне благодать всегда верить в Тебя и в Твои удивительные чудеса. Пусть Ваши чудеса начнут течь в моей жизни во имя Иисуса. В Евангелии от Марка 11 часов 24 минуты говорится: «Посему говорю вам, все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Я верю в Твою чудесную силу. Укрась мою жизнь, Господи.
Я молюсь о ваших благословениях и благосклонности. Даруй мне победу во имя Иисуса. Я заявляю о божественных чудесах в своих финансах. Открой мне райские двери. Удали все, что блокирует мои благословения и мои финансы во имя Иисуса. Я вверяю свои пути в Твои руки. Пусть Твоя воля будет в моей жизни, потому что я знаю, что Твоя воля для меня самая лучшая. Пусть моя вера покоится в Тебе, Господь. Я знаю, что Твои планы на меня направлены на добро, а не на зло. Я молюсь о сверхъестественном чуде в моей жизни. Небесный Отец, сегодня я прихожу к Тебе, чтобы получить Твое расположение и благословение в моей жизни. Наполни меня радостью и миром, поскольку я верю в Тебя, Господь. Отец, пожалуйста, излей свою милость и благословение в мою жизнь и помоги мне осознать эти благословения благодаря победе Христа Иисуса. Благослови меня мудростью, знанием и пониманием. Благослови меня, Господь, всеми духовными благословениями, которые мне нужны, чтобы преуспеть как физически, так и духовно. Пусть благословения в изобилии пройдут через мою жизнь. А Господь, улучши все, что я делаю. Я молюсь о божественной милости от Бога, чтобы преуспеть и творить чудеса. Небесный Отец, пожалуйста, прекрати все трудности в моей жизни и открой мощные двери, которые ни один человек не сможет закрыть. Увеличьте мою веру, надежду и милосердие. Римлянам 8166:1 говорит мне, что Божий Дух объединяется с нашим Духом, чтобы утверждать, что мы Его дети. Будучи Его потомками, мы имеем право на благословения, которые Он оставляет для своего народа, а также мы разделяем наследие Христа, которое Бог сохранил для Него. Ибо если мы примем участие в страданиях Христа, то мы примем участие и в Его славе. Господи, пожалуйста, даруй мне все небесные благословения, которые Ты имеешь для своих детей. Благослови меня достижениями, будь то физические, духовные или финансовые. Небесный Отец, пожалуйста, восстанови каждое благословение, которое отнял враг. Помогай мне во всем, что я делаю. Позволь мне всегда находить расположение в Твоих глазах и в глазах тех, кто необходим для моего возвышения. Большое спасибо за просмотр этого видео. Если вы нашли это полезным или интересным, пожалуйста, поставьте ему палец вверх, подписавшись на наш канал и активировав колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить ни одного нашего будущего контента. Нам приятно слышать ваше мнение, поэтому не стесняйтесь оставлять свои мысли, вопросы или предложения в разделе комментариев ниже. Ваш отзыв очень ценен для нас. И не забудьте поделиться этим видео со всеми, кому, по вашему мнению, оно может быть полезно. Делиться значит заботиться. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть больше интересного контента. И до следующего раза будьте осторожны и продолжайте исследовать, учиться и расти. Еще раз спасибо за то, что вы являетесь частью нашего сообщества. Увидимся в следующем видео.